школе села Каменча обучается свыше 160 учеников, из которых около 70 проживают в соседних селах. Большую часть из них в прошлом году перевели из села Донич после того, как местная школа была закрыта из-за малого числа учащихся. Ранее Министерство образования выделило школьный автобус для перевозки детей, проживающих на малой родине классика Александру Донич в селе Каменча. Новый удобный микроавтобус пришелся ребятам по душе. Раньше мы ездили в школу на старом автобусе, а теперь нам подарили новый. Нам в нем очень удобно. Иногда мы начинаем баловаться, и тогда водитель грозит, что высадит нас из автобуса. Замечательная машина, но на наших дорогах она быстро придет в негодность. Делаю 3 утренних рейса из села Донич и 1 из Покшешт. Каждый строго по графику. Дети распределены по группам. С какой из них вам приходится труднее всего? Сложнее всего с малышами, уж очень они шумят, а сегодня ведут себя тихо в вашем присутствии. Закрытие в прошлом году школы в селе Донич, рассчитанной на 200 учащихся, в то время как ее посещало всего лишь около 50, вызвало взрыв возмущения у многих родителей. Однако благодаря новым автобусам ребятам были обеспечены все условия во время поездок в школу села Каменча, где у детей есть достойные когда села Донич Вера Керунту. Когда наших ребят перевели учиться в соседнее село, возникли большие проблемы с транспортом. Автобус был старый и не обогревался. Тогда я подала заявку в районный совет. Этот подарок от румынского правительства пришелся нам как нельзя кстати. Мы выражаем благодарность за то, что обеспечили нашим детям хорошие условия для поездок в школу. Дороги у нас не важные, но мы надеемся, что и этот вопрос будет решен. Уже составили запрос в Министерство транспорта. В селе Покшешт, расположенном в 9 километрах от Каменчи, уже более 20 лет нет школы, поэтому местные ребятишки тоже посещают гимназию в соседнем селе. До появления школьного автобуса учащимся из Покшешт приходилось добираться до Каменчи и обратно рейсовым автобусом Донич-Архей. Чтобы не опоздать на него, дети были вынуждены просыпаться на 2 часа раньше и пропускать последний урок. В то время детям приходилось просыпаться в 5:30 утра, чтобы успеть на рейсовый автобус Донич-Архей. И в школу они приезжали к 7 часам, а потом еще час с четвертью ждали начала уроков. В обед они уходили с последнего урока, чтобы не опоздать на обратный рейс, потому что другой возможности добраться домой у них не было. Однако были и те, кто не уходил из школы раньше времени, как ученик 9 класса Кристиан Ашовский, один из музыкантов ансамбля «Тараф», прославившего местную школу на всю страну. В высшей степени ответственный и сознательный, как характеризуют его учителя, мальчик добирался домой пешком, преодолевая ежедневно расстояние в 9 километров, он ни разу не пропустил последнего урока. Приходилось добираться в школу пешком. Почти ежедневно я возвращался домой также пешком, потому что у меня было 6 уроков, а рейсовая маршрутка отправлялась в 12:00, и я на нее не успевал. Каждое утро я вставал без 10 минут 6, умывался, завтракал, одевался, а в 6:30 выходил из дому, чтобы не опоздать на автобус. А сейчас я встаю в 7:30, а из дома выхожу в 8:00. Кроме страсти к музыке, унаследованной им от отца, Кристиан любит заниматься резьбой по дереву. Даже если в расписании урок труда выпадает последним, он ни разу его не пропустил. Сейчас 14:00. Скоро закончится урок в 9 классе, где учится и Кристиан. Он не успевает на рейсовый автобус, на котором можно добраться домой. В других обстоятельствах Кристиан, который предпочел остаться на последнем уроке, был бы вынужден либо остаться ночевать у родственников, либо добираться домой пешком 9 километров. Как и в случае гимназии села Каменча, остальные 99 школьных микроавтобусов помогли решить схожие проблемы и в других населенных пунктах Молдовы. Хотим напомнить, что осенью прошлого года правительство Румынии подарило Республике Молдова 100 школьных микроавтобусов общей стоимостью 3 миллиона евро. Максимальное число 10 транспортных единиц было передано в пользование району Архей, где числится больше всего школьников, нуждающихся в доставке в учебные заведения. Школьные микроавтобусы, наряду с остальной безвозмездной помощью, предоставляемой нам Румынией, являются частью программы по оказанию поддержки Республике Молдова со стороны Европейского Союза.
при посредничестве стран-членов ЕС, разъясняет Виктория Букетаро, эксперт Ассоциации по внешней политике. Румыния предоставляет помощь Республике Молдова благодаря хорошо подготовленным проектам, в которых четко обозначен бенефициар. Например, были предоставлены транспортные средства, поступившие в пользование учебных учреждений. Кроме этого, огромные вложения были сделаны в строительство газопровода Яссы-Унгены, позволяющего снизить энергетическую зависимость Республики Молдова от Российской Федерации. Согласно централизованной базе данных Государственной канцелярии, в период с 2010 по 2014 годы финансовая помощь, оказываемая Европейским Союзом Республике Молдова, составила почти 466 миллионов евро. Среди всех стран ЕС Румыния занимает первое место по объему предоставленной помощи на сумму свыше 100 миллионов евро.